В сельском поселении Сагапши проходит масштабная работа по реконструкции центральной мечети и парковочной зоны. Совместными усилиями сельской администрации и местных жителей участок был заасфальтирован и обустроен под парковку. Завершив благоустройство парковочной зоны, местные жители начали реконструкцию самой мечети, а точнее комнаты для совершения омовения. На данный момент большая часть работ уже завершена. В Чечне, Ингушетии и Дагестане в прошлом году зарегистрирован самый низкий уровень преступности в регионах России. В Чеченской республике зарегистрировано только 17 преступлений на 10 тысяч жителей. В Ингушетии 37, в Дагестане 43. В числе регионов с самой низкой преступностью также указаны Кабардино-Балкария, Рязанская и Московская области. Наиболее высокий уровень преступности в прошлом году зарегистрирован на Алтае, в Карелии и в Ненецком автономном округе. В этих регионах было совершено от 203 до 215 преступлений на 10 тысяч жителей. Михаил Мишустин утвердил стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года. Одной из главных целей новой стратегии до 2030 года определено полное обеспечение пользователей официальной статистической информацией. Принятой стратегией предусмотрено расширение перечня анализируемых показателей и использование инновационных технологий, включая искусственный интеллект, чтобы оперативно обрабатывать собираемые сведения. По словам Мишустина, особое внимание в документе уделяется снижению административной нагрузки на предприятия за счет сокращения или первичной отчетности, а также укреплению кадрового потенциала и подготовки высокопрофессиональных специалистов. Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов. Он пополнился новыми наименованиями и лекарственными формами для лечения пациентов с различными онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями. В обновленный перечень добавлено 18 препаратов. Для 4 препаратов добавлены дополнительные лекарственные формы. Кроме того, в перечень лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий включено противоопухолевое средство изотуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы. Министерство юстиции России предложило значительно, а в некоторых случаях кратно увеличить размеры штрафов по 36 статьям Уголовного кодекса России, касающимся экономических преступлений. В Минюсте пояснили, что размеры штрафов устанавливались более 20 лет назад и существенно обесценились из-за инфляции. Например, штраф за мошенничество может вырасти с 300 до 500 тысяч рублей, а за регистрацию незаконных сделок с 300 до 1,5 миллиона рублей. Сегодня важный день для вузов и абитуриентов. Все российские университеты обязаны разместить на своих официальных сайтах правила приема на 2025-2026 учебный год. Они должны учитывать нормы федерального порядка приема, которые Миноборнауки утвердила в декабре прошлого года вместе с перечнем ЕГЭ, необходимых для поступления на каждое направление подготовки. Наряду с другими изменениями они дают вузам право требовать для поступления результаты 4 ЕГЭ, тогда как до сих пор в большинстве вузов их было 3. В этом году для зачисления не нужно нести оригинал аттестата или другого документа об образовании. Достаточно согласия о зачислении, которое подается в электронном виде. Вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков. Льгота предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством России в возрасте от 2 до 12 лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром. При этом, согласно приказу, утверждена скидка 100% детям до 2 лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места, а также скидка не менее 90% от тарифа на международных рейсах. Перевозка других следующих с одним сопровождающим пассажиром детей до 2 лет осуществляется с предоставлением несовершеннолетним отдельных мест со скидкой 50%.